Развитие ингушской науки. Взяв эту задачу за основу своего пути, все эти участники семинара трудились вчера, сегодня, планируют и завтра пополнять кладезь научных работ. Так, главной целью и этой встречи стало знакомство с новыми работами коллег, повышение квалификации молодых сотрудников. Ну а мероприятие начинается с благодарности в их адрес. В первую очередь хочу вас поблагодарить за ту командную работу, которую сегодня вы все вместе делаете. За ту поддержку, которую вы оказываете руководству института. И за то, что, не теряясь в самых сложных ситуациях, вы с честью и достоинством выполняете ту работу, которая на вас возложена. Эту встречу сотрудники научно-исследовательского института посвятили Дню российской науки, который в стране отметили 8 февраля. В этот день по указу Петра I была образована Российская академия наук. Сегодня во всем мире известны имена таких ученых, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Михаил Калашников. Начало изучения Кавказа тоже связано с открытием Академии наук. Благодаря исследованиям, проводившимся на Кавказе, сохранился исторический и этнографический материал, который дает возможность сегодня изучать, исследовать, анализировать. Так, теме Ингушетия и ингуши в научных исследованиях иностранных ученых 18 и 19 веков посвятила свой доклад участник семинара Мадина Катиева. Заметить, что в числе первых ученых, которые здесь побывали, это был Иоганн Готлиб Георгий, это был Иоганн Антон Гильденштедт, Якоб Рейнекс, это был Юлиус фон Клапрот, Мориц Энгельгард. Это люди, которые Иоганн Блуменбах. Вообще, надо сказать о том, что большинство из этих исследователей это были не только профессиональные врачи, это были историки, археологи, люди, которые занимались сбором этнографических сведений и материалы которых, безусловно, получили высокую оценку в тот период, в 18 столетии. В настоящее время в России приоритетным направлением развития отечественной науки считают цифровые производственные технологии, создание новых материалов, искусственный интеллект и машинное обучение. Висангирей Танкиев считает, если раньше лет 10-20 назад были популярны специальности экономистов, юристов, то сегодня на первое место выходят научные открытия в области информационных технологий. И информационные специальности, связанные с интернетом, с числовой экономикой, с другими направлениями в области IT-технологий, информационных технологий, наиболее востребованы. Поэтому, мне думается, подрастающему поколению намного легче овладеть современными информационными технологиями, и они наиболее востребованы сегодня. Много внимания в Ингушетии уделяется молодым ученым. Так, в конце января при институте был создан Совет молодых ученых и специалистов, который является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. В его состав вошли полномочные представители молодых ученых Института гуманитарных наук. Они же стали организаторами первого в их практике семинара «Ингушская наука. Вчера, сегодня, завтра». У него несколько главных целей. Это прежде всего эффективная пропаганда научных достижений ингушской и российской науки населению республики. Также это объединение научных сотрудников молодых для их совместной деятельности. И самое главное – это привлечение ингушской молодежи в науку. Лиана Евлоева недавно стала обладательницей степени кандидата исторических наук. На семинаре не только на правах председателя Совета молодых ученых, но и докладчика. Сегодня она делится своими наблюдениями в области науки о развитии мозга ребенка. Эра информационного аутизма, как ее называют ученые, это медицинский термин. Это количество информации, которую они сейчас получают, некачественная информация через социальные сети, интернет, приводит к тому, что мозг перестает нормально функционировать, он деградирует. Из-за этого дети не могут правильно усваивать информацию, нужную информацию, что, конечно же, в дальнейшем мешает им учиться. История научно-исследовательского института берет начало с 1926 года. В то время являлся ингушским НИИ краеведения. Первые годы развития стали яркими и плодотворными. Были изданы научные труды по истории, культуре, экономике, филологии. А после образования республики постановлением Совета министров в 1993 году был открыт научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Вклад сотрудников института имени Чаха Ахриева в развитие ингушской науки не остался без внимания. В рамках мероприятия научным сотрудникам вручили грамоты от главы региона Махмуд-Али Калиматова и Народного собрания Ингушетии.
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева был и остается главным центром научной жизни Ингушетии. Сегодня он включает в себя ряд отделов древней и средневековой истории, новейшей истории Ингушетии, ингушского языка, фольклора, литературы, этнологии. Сотрудники института поддерживают связи с научными центрами и других регионов страны, осуществляют взаимодействие с образовательными учреждениями республики. Диана Дударова, Майербек Меджоев. Новости 24.